Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Я його ведучий Айдар Муждабаєв. Сьогодні, звісно, ми, як завжди, говоритимемо про війну, але щоразу ми говоримо про неї у різних аспектах, з різних сторін. Сьогодні у нас буде гість, якого ніколи ще ми не запрошували на телеканал ОТР, але я дуже давно хотів це зробити, і зрештою це вдалося. Дякую, що знайшов час на інтерв'ю з нами. Олександр Кушнар, ведучий ютуб-каналу Newsader, який знаходиться в Литві, в місті Вільнюс. І від себе я додам, що Олександр ще є волонтером ЗСУ, який вже сотні тисяч євро зібрав з початку повномасштабного вторгнення на підтримку нашого війська. Тобто людина в нашому етері геть не випадкова. Салям алейкум, Олександр. Здравствуйте, Айдар, здравствуйте, зритель. Спасибо за приглашение. Перейду на трофейну мову, як її називаю, щоб тобі було зручніше. И сразу скажу, что интереснее всего мне бы пораспрашивать у тебя, Саш, о том, как видится война в Украине глазами бывшего россиянина. О себе тоже, может, попрошу немножко рассказать сначала, да? Глазами бывшего россиянина, который достаточно давно живет в Литве, понятно, по каким мотивам. Тоже почему уехал, тоже расскажешь, да? А дальше, в общем, про то, что как ты видишь эту войну, и какую роль свою ты в этой войне видишь, и что делаешь. Вот так, вопрос. Из 3 вопросов где-то на полчаса у тебя есть время. Рассказывай. По сути дела, вот эти 3 вопроса взаимосвязаны. То есть, почему я уехал из России, и почему я бывший россиянин, как ты сказал. Я принял соответствующее решение уехать из России вместе со своей семьей в 2015 году, в начале этого года, вскоре после аннексии Крыма. То есть, когда случилась аннексия Крыма, тогда все стало понятно. И буквально через полгода растаяли последние надежды на то, что, в принципе, удастся изнутри России каким-то образом бороться с этим агрессивным режимом, и сыграл, наверное, какое-то стратегическое чутье. То есть вот многие почему-то надеялись после аннексии Крыма, что что-то изменится, и пытались жить, что называется, как обычно. А мне это было непонятно. Мне стало совершенно ясно, что после конца февраля 2014 года все изменилось навсегда. В принципе, на самом деле, да, те, кто действительно понимал, что происходит, все поняли еще, когда была война-геноцид в Ичкерии. Вот тогда надо было все понять. Это еще при Ельцине началось. Путин — это всего лишь продолжение Ельцина. Это человек, которого, как известно, ельцинская мафия поставила для того, чтобы этот вот человек, директор ФСБ, защищал эту самую мафию. И он стал, в общем, достойным продолжателем вот этой вот имперской геноцидной политики. Сначала в Ичкерии, затем против Грузии, когда уже слепой только, да, не видел, что происходит. А аннексия Крыма — это наказание. Это наказание, на самом деле, для всего цивилизованного мира, который пропускал то, что происходит вот до того момента. Но поскольку я-то все-таки никогда до того момента, скажем так, до 12, 13, 14 годов не был профессиональным журналистом, то для меня на тот момент в значительной степени то, что происходило, было не то что каким-то откровением. На самом деле в 2008 году уже до меня все дошло. Но вот у меня окончательно созрело понимание тупика абсолютного, да, ситуации вот именно в 2014. И, соответственно, после того, как прошло какое-то техническое время, да, несколько месяцев, мы собрались и организовали переезд. Я даже не могу себя назвать бывшим россиянином, просто потому что, когда и вот это все случилось, я осознал, что я никогда россиянином не был. То, что я там родился, не означает, что я причастен к этому. Я вынужден был, как и мы все, как и ты, Айдар, как и Аркадий, как и все, кто уехали из России и всецело поддержали Украину, вот мы все вынуждены были выживать в России. Именно выживать как чужеродные элементы. Мы относимся к так называемым апатридам. Точнее, я, вот, по крайней мере, да, я не про тебя говорю, не про тех, кто, допустим, получил уже гражданство. И вот в этом состоянии апатрида, на самом деле,
я прожил в России всю жизнь. Я всегда чувствовал себя там абсолютно лишним. Да? И вот то слово «пацана», которое сейчас так зашло в России, оно ведь не просто так зашло. Оно зашло всем тем, кто чувствует, что они часть этого. В принципе, вся Россия — это слово «пацана». Они так всегда жили. И они так живут сейчас, они так будут жить. И это то, что породило в конечном итоге вот этого нынешнего террористического гомункула, если хочешь, да, вот этого вот ужасающего сборища троллей, да, они же вышли из этого слова «пацана». Вот все те, кто сейчас наступают в Украине, да, которые устраивают бучу там, которые радуются этому, да, это все слово «пацана». И вот, понимаешь, вот в этой кислотной среде я чувствовал себя лишним. И это причина, по которой я покинул Россию, когда у меня просто еще и технические возможности появились. То есть появились бы они раньше, мне кажется, я бы задолго до аннексии Крыма уехал. Ну, это вот, если интересно, да, мое, так сказать, ощущение и мои мотивации на тот момент. Но на самом деле куда важнее, мне кажется, обсудить даже не то, что происходило со мной, а как вот действительно все это следует воспринимать. Совершенно очевидно, что война, которую Россия начала против Украины в 2014 году, это всего лишь один из эпизодов серии наступательных войн России против западной цивилизации. Украина — это просто тот камень, о который споткнулся Путин, споткнулась Россия, так шире скажем. Да? Россия начала свою поступь, да, она ее, по сути, никогда и не заканчивала. Сразу после развала Советского Союза, когда чекисты просто решили попробовать сделать лучше то, что не получилось сделать хорошо у их предшественников. Да. И вот они сейчас пытаются это сделать в меру своих интеллектуальных и ресурсных возможностей. Эти возможности, кстати, сокращаются, что бы там кто ни говорил, они сокращаются на глазах. Но, тем не менее, мы сейчас находимся в точке, когда мы в полной неопределенности. Мы просто не понимаем, что будет дальше. И таким образом, вот в этой точке неопределенности каждый, мне кажется, должен делать то, что он может. Вот я, например, собственно, начал свою журналистскую карьеру, по большому счету, вот настоящую журналистскую карьеру, да? Не то, что было до этого, я вообще по образованию юрист, а как раз в 2014 году. Вот в 2013 году мы начали с одним журналистом в Хабаровске, можно сказать, общий проект. И как раз попали на тот период, когда в Украине начался Евромайдан. Он начался, как известно, зимой, но всерьез его на самом деле вот весь мир начал воспринимать тогда, когда Янукович дрогнул. Вот тогда стало понятно, что там происходит действительно что-то эпохальное. Да? То есть Украина сделала стратегический разворот, а вместе с ним происходит разворот и, в принципе, всего глобального, как бы сказать, миропорядок. Точнее, миропорядок тот же остался, но просто стало виден разлом вот в этом мире. Да. Байден сказал, что это век борьбы автократии против демократии, когда автократии хотят поднять реванш. Но эта борьба началась не сегодня, началась давно. И вот наиболее, наверное, яркий эпизод вот в этой борьбе, да, которая началась еще, наверное, в начале, может быть, 21-го, да, в середине нулевых. Вот самый яркий эпизод — это был Евромайдан. Вот тогда прозвучал вот этот вот как бы стартовый выстрел, да, о котором Портников говорит. Вот этот стартовый пистолет — это тогда было, это не февраль 2022. Уже тогда все, кто умел видеть, понимал, что дальше будет большая война. В нее многие не верили, потому что просто в силу того, что человек не склонен верить в какие-то катастрофы, потому что катастрофы происходят порой раз в жизни. И на долю поколения, да, порой вообще катастроф никаких не выпадает. И мы вот разумом понимаем, что это должно было случиться. Но поскольку мы никогда не имели дела ни с чем подобным, вот как со Второй мировой войной, да, например, которую пережили наши предки, но которую мы сами не переживали. И вот до тех пор, пока мы это сами не переживем, наши чувства не верят. А разум понимал, что вот тогда
Вот тогда все и началось, собственно говоря. И вот тогда я начал заниматься настоящей журналистикой, то есть я увидел свою миссию именно вот в том, чтобы освещать вот этот конфликт не просто между метрополией и ее бывшей колонией, да, которая отказалась жить под имперским сапогом и решила сделать свой европейский выбор. А я это всегда понимал как реальный конфликт между злобной террористической автократией, самой, наверное, опасной для всего человечества, вообще в его истории, да, а против Запада. И просто Украина вот оказалась, так сказать, вот тем вот бревном, о которое они все споткнулись и упали. И это очень важно, потому что мне кажется, что каждый человек, который вот сейчас вообще живет на Западе, да, от простого обывателя до политического лидера, должен осознавать, что мир уже другой, что мир перешел в зону, в которой он никогда не был в предыдущие века и тысячелетия человеческой истории. Почему я так считаю? Потому что никогда еще на кону не стояла жизнь как таковая. Вот просто никогда. Вот было огромное количество войн в истории человечества, начиная от, по сути, до цивилизационного состояния и вот заканчивая серединой 20 века, но никогда еще не было стороны конфликта, которая могла уничтожить не просто вот другую сторону конфликта, да, а которая могла уничтожить вообще все живое на Земле. Россия — это теоретически, я подчеркиваю, согласно документальным данным, как оно-то в реальности мы не знаем, но согласно документальным данным она это вроде как может сделать. Россия этим умело или не умело, но неважно, играет. Она этим угрожает. И вот это вот «мы в рай, а они сдохнут», да, это вот лозунг современной ГОП России. Вот что самое поразительное, что ведь мало того, что никогда не было такого зла, которое имело такие возможности, кстати, возможности, я имею в виду ядерное оружие, которое Россия просто украла, как все, что она делает. А это ведь еще и зло крайне примитивное. То есть, Айдар, обрати внимание, что вот ты можешь вспомнить, чтобы зло было настолько тупым, настолько абсолютным, настолько откровенным? Нет. Никогда. Никогда. Даже Третий рейх, он пытался претендовать на какую-то эстетику, он пытался претендовать на какую-то серьезную идеологию. Это было совершенно другое. Это было архизло, но это было архизло, которое все-таки держалось на тех, кто претендовал на какой-то интеллектуализм. Если ты посмотришь, кто лицо нынешней России, нынешнего русского мира, то это вот Ванька, понимаешь? Это вот тот человек, да, образ которого стал расхожим мемом своего рода, да, чмобик. Вот этот чмобик, которому дали в руки автомат, и он идет и расстреливает, грабит и насилует детей в Буче и в других украинских городах. Вот в чем дело. И вот на Западе не могут этого понять, мне кажется. Понимаешь, вот в Литве еще как-то понимают, и то далеко не все. Что происходит в других странах Запада, да, особенно вот в старой Европе, там все куда хуже. Благо, что хотя бы там начали немножечко просыпаться, потому что мы видим, что какие-то стратегические решения серьезные принимаются. Видим, что в принципе среднестатистический европеец сейчас начинает что-то понимать. Но ты понимаешь, Айдар, такое количество оказалось людей, которые не понимают, что, собственно говоря, такое западная цивилизация, что просто диву даешься. Потому что, в принципе, вот даже элементарно все образование в любой европейской школе — это образование о ценностях. Ну, вроде бы, да, всем преподают какие-то базовые вещи. Но выясняется, что на самом деле западный человек не знает, что он западный. Вот как же, знаешь, как говорят, древний грек не знал, что он древний. Он узнал об этом только после того, как он умер. Как
исчезла его цивилизация. Кстати, как она исчезла? Ее уничтожили. Ее уничтожила вот та самая римская цивилизация, которая сама потом пала от рук варваров, да, и вот так вот по ступени деградации мы видим, как Но произошло. все-таки, Да, Саш, все-таки на Рим поглотил Грецию, но он из нее почти все взял, эстетическое я имею в виду, да, он не уничтожал, как варвары Рим уничтожили с библиотеками, там совсем, извини, просто оговорочка это такая по теме. Согласен, конечно, с тобой, да, что эллиническая культура была воспринята, вот, но все-таки порабощена, да, но действительно, это невозможно даже сравнивать, конечно, с тем, что делает нынешняя Россия, это абсолютно другое, потому что цель России — это и физическое уничтожение, но физическое уничтожение Украины, но и перекодировка Запада, перекодировка западной цивилизации, если ее не уничтожение, да. Ну, кстати говоря, в отношении Украины ведь русские всегда как говорили, что вообще-то нам нужна быстрая победоносная война, да, Киев за 3 дня. Почему война-то стала такой продолжительной на уничтожение украинских сел и городов? Да потому что как раз не получилось Киев за 3 дня, не получилось перекодировать, не получилось, скажем так, да, найти вот той опоры в украинском обществе, которая согласилась бы вернуть Украину в российско имперское стойло. Вот в чем дело. И на Западе не понимают, что они начинают терять свою суть, они забывают, кто они. То есть как эта псевдоцивилизация потребительства, видимо, подменила вот эти вот западные ценности, и люди даже не понимают на самом деле, собственно говоря, что же им обеспечивало-то процветание. Вот что обеспечивает процветание западной цивилизации? Ценности, верховенство закона, независимая судебная власть, независимые СМИ, права человека, банальные вещи, которые прописаны во всех международных декларациях. Мы к этому настолько привыкли, то есть гарантия частной собственности, да, когда вас просто не могут взять и отобрать ваши деньги, да, когда ваш бизнес гарантирован, когда ваше будущее гарантировано. Потому что вот как в книжке «Почему одни страны богатые, другие бедные», там было четко и очень просто сказано. В бедных странах правят автократии, которые не дают людям никаких гарантий ни на что, ни на права собственности, ни на будущее, ни на что. Поэтому там людям просто смысла вкладываться нет в развитие, как бы сказать, своего дела, себя. Ну зачем, если завтра все равно вас отберут? Ну и все работают, как при коммунизме, как при колхозе. Да? А в демократиях нет. Там все-таки есть гарантии, которые обеспечивают более-менее надежность будущего. И вот западный человек забыл, что эти гарантии могут рухнуть, если на его территорию придут вот эти гопники. Я даже не могу их назвать варварами. Мне кажется, варвары, которые атаковали Рим, были более человечны, чем вот этот псевдосапиенс. Я не могу назвать людей, которые пришли в Украину, которые поддерживают войну в Украине, да, в России. Я их не могу назвать людьми. Это правда какое-то инообразование. Это что-то биологическое вроде бы, да? Но это не имеет ничего общего с тем, что мы привыкли думать о человеке. Это, я думаю, ты вырос примерно в тех же, не знаю, может быть, по-другому. Но многие россияне, которые бежали из России, должны помнить, в каких дворах они выросли. Вот российский двор, вот это российское слово «пацана», вот это и есть суть вот этого псевдосапиенса. Потому что вот эти вот гопники, стриженные под ноль, с, в кавычках, понятиями, да, с зоновской культурой вот этой вот, из которой, кстати, набирали-то вот это пушечное мясо, которым, в частности, Бахмут атаковали, и вот сейчас вот на юге там и так далее. Вот это все, это та среда и тот образ, который, понимаешь, несет в себе вот этот яд. Это образ очень пугающий. Знаешь почему? Потому что это демонстрация, кем может быть, в принципе, человеческий вид, во что он может выродиться. Вот этот ужас. Этот ужас сейчас угрожает Европе. И меня очень тревожит то, и я об этом постоянно на своем канале говорю везде, что европейцы думают, что у них есть время. Ребят, у вас нету времени, нету.
Вам сейчас надо разворачивать мощности. Вам сейчас надо переводить экономики в режим военного времени. Военного. Нету мира. Мир закончен. Война идет. В Украине физически. Но она ментально идет уже, а где-то и реально у вас вот на границах. Вот посмотри, что произошло в Балтийском море, где был подорван газопровод, да, и кабель вот этот, кажется, интернет, да, который в Финляндию и Эстонию. Это же первая гибридная атака вообще со стороны России именно на инфраструктуру, критическую инфраструктуру Запада. Причем они сделали это, ну просто не прикопаешься, то есть договорились с китайскими спецслужбами. Те погнали корабль, тот сбросил свой якорь, этот якорь тянулся по дну морскому 200 километров. Да? Ну, случайно, капитан не видел. Потом это судно ушло в Китай, и как-то со стороны китайских властей никаких претензий. И таких атак будет немало, еще гибридных именно. Вот сейчас на Финляндию попробовали миграционную атаку, провалилось. Я думаю, Саш, что и теракты будут, замаскированные под исламистские теракты. Они сейчас за все нитки будут дергать. Хамас же тоже они дернули, по моему глубокому убеждению, и так далее. Я думаю, что как минимум они были осведомлены о том, что делает Хамас. Но мы можем гадать, что там кто знал или не знал, но мы знаем то, что Хамас, его руководители, да, приехали в Москву. С кем они там встречали, кстати, до сих пор непонятно. Но то, что их приняли в Кремле, свидетельствует, что Путин тем самым покровительствует им. Да? Но, с другой стороны, кстати, это и выставило Путина в довольно нелепом свете, потому что теперь, когда Хамас проигрывает, когда, в принципе, большой войны не случилось, на которую надеялся Путин вот в этом регионе, по крайней мере, пока, еще, ну, не знаю, может быть, еще все впереди, конечно, это все демонстрирует, что если хотя бы чуть-чуть западная цивилизация проявляет волю, то тут же просто автократии отступают. Так было с Израилем. Началась контртеррористическая операция в секторе Газа, американцы подгоняют 2 авианосные группы, и все молчат. Ни Иран, ни Ливия, никто, да, никаких государственных войн, ничего нету, хотя это ожидалось. А вот теперь смотри дальше. И тут и хуситы начинают наглеть. Фактически перекрыли 10% мировой торговли, да, парализовав движение в Красном море. Казалось бы, нужна тотальная операция против хуситов. Это раковая опухоль, которая сидит там с 2014 года, явно создана Ираном, а за Ираном стоит Россия. То есть, опять же, это все их прокси. По идее, да, нужно бы и вырезать сейчас раковую опухоль, потому что повод какой, да, а уже то, что цель давным-давно должна была быть поставлена, я об этом вообще молчу. Но американцы со своей коалицией начинают операцию под названием, как там, «Спасительный страж» или что-то в этом роде, да, я не помню, как это на английском. Но суть в том, что эта операция не предполагает тотальной войны, тотального уничтожения хуситов. С одной стороны, я могу понять логику Вашингтона там, да, и других стран. Почему? Они боятся большой региональной войны, потому что это может поднять цену на нефть, а Байдену это совершенно не нужно сейчас перед выборами. Но с другой стороны, вот каждый раз выясняется, что автократы, которым терять нечего, готовы идти ва-банк, а Запад не готов. Потому что Запад в 50 раз богаче всех автократий. И вот сейчас Боррель, глава европейской дипломатии, говорит: слушайте, мы же богаче в 20 раз, чем Россия. И почему же мы меньше производим тех же вооружений? Вот. Они сейчас разворачивают свою оборонку. Но это хороший вопрос. Хороший. И почему сейчас американцы, например, опять боятся? То есть боятся начинать эту войну против хуситов, в конце концов, против Ирана. В конце концов, мы же знаем прекрасно, что хуситам цели дает Иран, да, а за Ираном, опять же, Россия всегда маячит. А сейчас вот Китай смотрит на то, как американцы боятся этой большой ближневосточной войны. И Россия видит, как американцы боятся. И она будет, и Россия, и Китай, подогревать, наоборот, вот этот вот конфликт на Ближнем Востоке, а подкидывают туда все больше дров, потому что тем самым они понимают, они смогут довольно серьезно подпортить кровь всей мировой цивилизации. Обрати внимание, что йеменские хуситы атакуют, ведь сюда не связаны с Израилем. То есть тут уже даже не вскрывается, это не война какая-то против, там, допустим, Израиля. Да? Точнее, это не только война против него, это война, продолжение вот той вот оси зла, да, которую Россия начала в Ичкерии, и которая сейчас вот ведется на Ближнем Востоке, в Грузии, в Китае, кстати, против тех же уйгуров. Да? Китай на это смотрит и говорит: окей, значит, американцы очень боятся большой войны. Тогда у нас
хорошие шансы с Тайванем. Вот. Понятно, американцы берегут ресурсы. Ресурсов на самом деле достаточно, но их не так много, вероятно. Да, их надо было бы, конечно, раньше готовить. Вот сейчас они все спохватились, что ракет, тех же «Томагавк», может не хватить на полноценную войну на нескольких фронтах, и других ракет тоже может не хватить, и самолетов может не хватить. То есть Запад начинает просыпаться, и он проснулся. Знаешь, как вот бывает, когда вот ты, ну, я не знаю, там, представим, загулял человек, вот он гулял, у него точно, он знает, что у него, в принципе, вот сейчас рабочая неделя, но он засиделся, там, загулялся, заигрался, еще что-то. Короче говоря, он отдохнул на славу. А утром он в таком вот в ужасе просыпается в поту. Черт, я же столько не сделал, у меня же тут дела, все горит. И вот Запад сейчас в таком состоянии. Он проснулся, он видит, а сколько же он проспал, сколько же он времени потерял. То есть эти хамасовцы за это время нарыли 500 километров туннелей. Не самая мощная сила в мире, правильно? Размер сектора Газа — это примерно как вот Харьков. Но даже с ними какие проблемы? Им десятилетия давали. Десятилетия закрывали глаза на это. Но 20 лет Запад не видел, что делает Путин, на что он тратит нефтедоллары. И ты, и я же помню, мы с 2014 года говорим, что нужны были санкции, которые вот только сейчас вводятся, и то не так, как следовало бы. Да? Я вообще считаю, нужна торговая блокада против России. Вот мы все это видели и говорили, по крайней мере, с 2014 года, что, ребята, смотрите, вы пропустили все, вы проспали Грузию. Меня поразило в 2008 году, хотя я тогда даже журналистом не был. Ну, я тогда учился еще только на юридическом факультете. Да? Представляешь, какое образование, значит, на юрфаке там. Страшно сказать, что там в России вообще с образованием было. Но даже мне тогда было четко понятно, хотя у меня никакого опыта в международной аналитике не было, что произошло, что Россия напала на Грузию, просто напала на Грузию, чтобы отомстить ей за демократический путь, за путь реформ, который она выбрала. Вот и все. И даже мне тогда было понятно, ребят, ни одной санкции, никаких последствий. План Саркози-Медведева. Вы о чем? Вот это меня поражало, да? Они «Северный поток-2» сообразили закрыть, ну хорошо хоть сообразили, за 2 дня до войны. И то потому, что уже, видимо, в Берлине и в Вашингтоне поняли, что сейчас вот со дня на день война будет. Ну, стыдно уже совсем как-то. Закрыли они этот «Северный поток-2», а потом его еще кто-то подорвал, причем до сих пор непонятно кто. То есть, ну, это уже отдельный цирк, это такая ирония истории. Но фишка в том, что они до последнего, как Меркель все бегала, это коммерческий проект, это не политический. Но если, простите, если это не коммерческий, если это не политический, а коммерческий проект, то что же ты, госпожа Меркель-то, политик, главный политик Европы, что ж ты рассказываешь-то постоянно про этот «Северный поток-2»? Ну так и не трогай, он же коммерческий. Какие вопросы-то? Потому что все узнали, конечно, да? И все надеялись, что... Саш, ты меня слышишь, нет? Ты меня слышишь? Да, конечно. Я просто вопрос хотел уточняющий задать. Вся эта война, в общем, анонсирована была Путиным, начиная действительно с Грузии, потом были всякие мюнхенские речи, потом были всякие «у России нет границ». Он, вот тут стоит отдать этому фюреру должное, он не скрывал ничего. Он раз в год проводил парады, где показывал там новейшие разработки. Они в открытую говорили, что мы будем делать это и это. Как потом он вторгся в Сирию, он открыто говорил, мы тренируемся, у нас это как, воспринимайте это как учение. Сейчас, кстати, вот у меня на YouTube-канале, кстати, все подпишитесь на канал Ньюсейдер Александра Кушнаря, вот, классный действительно канал, там все есть как бы по полной программе, и интервью, и новости, все, да. Вот, у меня на канале под маленьким роликом вот таким вот, о том, что все это случилось, потому что мы проспали Сирию, а Путин предупреждал, что он тренируется, да, и я тогда в Украине говорил, ну, наверное, он тренируется не для того, чтобы вот ракетами стрелять по Папуа-Новой Гвинеи, наверное, есть что-то поближе, вот, но тоже не все хотели верить, мягко говоря, не все хотели верить, а уж мир вообще делал вид, что он ничего не говорит, типа, ну, сумасшедший, что возьмешь, типа, да, ну, пусть говорит, вот торговля-то идет, нефть течет, газ течет, неужели он захочет это разорвать? Так называемые русские интеллектуалы там уровня Акунина говорят, ой, какая неожиданность,
Я-то думал, что Путин это про деньги, про воровство, а он, оказывается, вон маньяк, убийца, террорист. Да вы что? Да он вам все это объяснял в открытую. Это вы были глухие, слепые и тупые. Пожалуйста, главный оппозиционер России сегодня нашелся в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, Алексей Навальный. Его, значит, так его называют, главный оппозиционер России, значит, его коллектив, там какие-то тысячи людей, и даже сейчас 100 человек минимум работают в Вильнюсе, значит, эти штабы Навального и так далее. Вместо того, чтобы бить в колокола и говорить «война, война, война», они твердили «Путин вор, Путин вор, Путин вор, Путин вор». Таким образом, тоже Западу доводили вот эту повестку, да, что он обогащается, он стяжатель. Хотя всем нормальным людям было очевидно, что он не стяжатель, он маньяк. Крым не принес им никакой экономической выгоды, говорили невыгодно. Война ему дальше невыгодно воевать, да ему и Крым был невыгодным. Тогда что ему выгодно? То есть вы мыслите не его категориями совершенно, а какими-то своими, которые вы придумали. И вот в итоге этот компас, как говорится, с топором Негора под компасом, да, он завел не туда, куда вот плыли, да, куда думали, что плывут, точнее. И вот как ты относишься, например, вот к таким людям и организациям, которые и до сих пор игнорируют войну? Например, есть вот ты, бывший россиянин, да, из Хабаровска. Но я не буду там уточнять, а хоть захочешь скажешь, что ты, наверное, из тех переселенцев с Украины, которых когда-то зеленым клином называли там, да? У тебя же фамилия украинская абсолютно, да? Предки 100% из Украины, да? Вот, значит, говорили, что ты собираешь на армию, на украинскую, там захочешь, расскажешь, каким способом, как у тебя это получается, такие большие суммы собирать, в общем, практически в одиночку, да, и так далее, находясь в Литве. А люди, до сих пор никто из них не извинился за толерацию оккупации Крыма, никто не извинился за штабы Навального там в Крыму. Это же потворствовали, они же нормализовывали оккупацию и давали Путину возможность сказать своему населению, что ничего страшного не произошло и готовится к более крупной войне. Вот, да? И они и сейчас ее не признают. У них сейчас нет повестки войны. У них повестка только про себя и так далее. То есть вот эти релаканты, игноранты такие, как их еще назвать, я не знаю. Это вот тоже часть того мира, кого ты называешь псевдосапиенсами. Я их антилюби называю, а ты вот такой придумал слово псевдосапиенс. Вот это упорное игнорирование вот такой реальности, да, ну, конечно, не в ущерб себе. Там гранты, там поддержка, деньги там, и так далее, и так далее. Я кладу вот на этих людей, там не только Навальный, там многие вот эти так называемые оппозиционеры, которые до последнего сопротивляются помощи Украине, отрицают ее там, и так далее, играют из себя пацифистов. Там, вот. Я на них, и не только русских, такие есть и другие в европейских странах, такие политики, журналисты, аналитики. Я вот на этих равнодушных, незамечателей очевидно, я на них возлагаю огромную часть вины за то, что произошло. Они туманили взгляд Западу, создавали имитацию оппозиции, которой де-факто давно уже не существовало. И вот как бы и потом из-за этого дымового занавеса выехал Путин на своих танках со своими ракетами. Вот какую роль сыграла вот эта прослойка населения, как происхождение русского, так и такие же вот толерасты России, любители русской культуры на Западе? Эдгар, тут, понимаешь, разумом понять, как можно не замечать в маленькой комнате не то, что слона, а динозавра ожившего, да, я просто не понимаю. Вот меня всегда удивляло, почему эти люди, которые вроде бы говорят, что они либералы, да, в исконном, так сказать, смысле понятия либеральная демократия, почему они не видят, что истинная трагедия вот, России, да, и истинная опасность режима — это отнюдь даже не то, что он уничтожает своих собственных людей. Своих собственных людей уничтожают многие авторитарные режимы. Да? Что его истинная опасность заключается в том, что он угрожает самому человечеству. Вот просто открыто. И делает это через уничтожение людей за пределами своих границ. Вот в чем разница? О чем никогда не говорят и чего не понимают вот те как бы, вот, категории людей, которые ты сейчас привел. Разница заключается в том, что свои граждане, да, они как бы для вот подобных авторитарных режимов по определению являются легкой добычей. Но мало какой авторитарный режим выходит за пределы своих границ в силу того просто, что даже вот
самые ярые людоеды от Венесуэлы до, условно говоря, кстати говоря, Китая пока что, да, они понимают какие-то базовые правила игры. И что если они их нарушают, то это совершенно другой мир, к которому на самом деле они сами не готовы. Россия вышла за эти вот свои границы, как сказал, вот ты говоришь, Путин, да, у России нет границ. Вот Россия вышла за эти границы и начала уничтожать людей за пределами, которые не являются ее гражданами. Саша, он это анонсировал. Он говорил им, что они величайшие. Он всем публично говорил, русские сверхлюди, нет границ, потому что мы особенные. В принципе, он это анонсировал тоже, вот эту фашистскую идеологию. Анонсировал и практически тут же исполнял. Потому что нужно понять, что Путин начал заниматься геноцидом еще до того, как он официально объявил это в качестве своей программы. Просто нужно было не только слушать Путина, как ты правильно говоришь, но еще и наблюдать за ним. Вот смотри, почему, например, Аркадий Бабченко так хорошо, на самом деле, понял суть русского мужика, что называется, да, и почему он вот часто оказывается прав в своих прогнозах? Да потому что он видел изнутри, и он наблюдал, и он смотрел на тех людей, которые творили геноцид в той же Ичкерии. Он видел, с какой безжалостностью, ну, согласно одному из его рассказов, да, с какой безжалостностью стоящие рядом с ним вот на посту пограничном солдаты готовы были расстрелять мирно бредущих, убегающих, очевидно, от ада войны людей, там, женщины и дети. То есть, вот как он описывает, он в последний момент останавливает руку автоматчика, который уже готов был расстрелять. Ну, он говорит, ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? А что они? Ну, то есть, вот, понимаешь, ценность жизни, да, нулевая вообще. Как, вот, я не знаю, как... Да животных так нельзя расстреливать. Это просто выходит за пределы понимания, да, как можно вот настолько не ценить чужую жизнь. А вот они такие. Это все с Ичкерии началось, как минимум. Но на самом деле, еще раз говорю, все началось с вот тех самых подъездов, да, с того самого слова пацана. Вот там вот не ценится человеческая жизнь. И вот те либералы, ну, будем в кавычках брать, да, российские либералы, как вот оксюморон уже получится, которые, понимаешь, которые не хотели замечать ни подъездов, ни геноцида сначала ичкерийцев, потом грузин, потом сирийцев. Почему они должны были заметить, собственно, геноцид украинцев? Кроме того, мотивация большинства вот тех, кого ты описал, заключается в том, что на самом деле они хотели бы построить еще одну прекрасную Россию будущего. Они себя не мыслят вне России. И если они сейчас скажут, что вся история России — это история убийств, захвата чужих территорий, заселения русскими этих территорий, что вся история России — это, по сути, история террора против своих и против чужих, то им придется признать, что все, во что они верили, все, на что они сделали ставку, все, что они сделали смыслом своей жизни, что все это придется буквально отправить вот в печку, да, и что буквально пришлось бы начать с белого листа. А это, кстати, невозможно на данный момент, потому что, в принципе, на долю их поколения, на долю ближайших поколений россиян, где бы они ни жили, кстати, ну, не россиян, а тех, кто говорит на русском, условно говоря, да, там, может быть, это выходцы из России и так далее. Короче, в ближайшие 50-70 лет в России, в принципе, невозможно будет начать даже с белого листа. Про перестройку я не говорю, никаких перестроек больше. Потому что эта земля настолько усеяна трупным ядом, да, что на ней, вот как после ядерной зимы, на ней не будет расти ничего столетиями. И, конечно, этим людям очень тоскливо. Просто мы отличаемся от них, ну, я вот, по крайней мере. Я честно говорю, я апатрид. У меня никогда, оказывается, не было страны. Мой паспорт, который все еще вот лежит, я его поменяю, если Литва позволит получить гражданство, да, через пару лет. Вот это паспорт, это ничто, это Филькина грамота. То есть это документ несуществующей страны на самом деле. Я понимаю это. Да, я понимаю, что у меня на самом деле не было ни прошлого, ни даже я толком будущего не представляю своего именно вот в формате гражданин государства. Пока что, по крайней мере. Я говорю, если будет литовское гражданство, тогда будет другой разговор, но, опять же,
все равно, когда ты знаешь, допустим, профессионально один какой-то конкретный язык, и ты на нем привык работать, ты на нем реализовался как журналист, а тут выясняется, что это язык несуществующего государства. Айдер, представь себе, что испытывают такие люди. Тут это не просто культурный, это экзистенциальный шок. Выясняется, что ты это осколок уничтоженной планеты. Вот как эти вот метеориты, да, эти астероиды кружатся, вот, остатки прошлых планет, которых уже не существует давно. Вот мы такие. Просто я это признаю. Потому что нужно быть честным с собой и с окружающими. Саша, ты знаешь, вот из того, что ты сказал, следует, что для вот этих людей, о которых мы говорим, это про этих русских либералов, которые упорно не помогают Украине и так далее, вот, что для них правда является экзистенциальным шоком. Вот они не хотят видеть правду. Они выросли в этом мире, потому что я считаю, что вот в России это две вещи. Это ложь и насилие. Они привыкли врать со школы, с детского сада. Вот буквально с детского сада. Они знают, что они врут. Они знают, что все вокруг врут. Да? А потом просто критическая масса лжи, она приводит к насилию, с одной стороны, части общества, и к игнорированию насилия с другой части общества, потому что привыкли врать. Вот и в итоге они переехали в Литву, там, эти навалисты, еще куда-то кто-то переехал, дождь какой-нибудь там переехал, и эти в Ригу там переехали, да, но они остались тем, кем они были. Они в поисках живут там, чего нет. И вот сейчас я смотрел, знаешь, интервью, по-моему, не знаю, на Deutsche Welle или где-то, там Константин Эггерт, который тоже, кстати, давно переехал в Литву, он там журналист такой уже опытный, работает там давно и живет. Он вот говорит с этим музыкантом Noise MC, и там какие-то разговоры такие, тут война у нас происходит, да, а этот Noise MC, он про гастроли, про концерты, про Пугачеву, про Галкина, про кого-то еще. И я понимаю, что происходит окукливание абсолютно бесполезное для внешнего мира. Вот как, знаешь, как сказывает сказка «Хробаки» Леси Подровянского. Не знаю, ты слышал, нет? Не слышал? Хробаки. Не слышал, значит, не слышал. Я тебя отправлю. Слышал, нет, я слышал, я просто пытаюсь понять, я не смотрел. Нет, не слышал, я тебя отправлю. Вот там просто хробаки — это личинки, да? И вот из них должны появиться жуки. Но там из трех хробаков 2 хробака решили остаться хробаками, окуклиться и жить в говне. Заканчивают они плохо. Их, в общем, не буду раскрывать финал, но они плохо заканчивают. Да? Без спойлеров. Да, без спойлеров. Да. А тот хробак, который стал жуком, у него все в порядке. И с головой, и с личной жизнью. Вот. А они вот не могут. То есть они замкнуты на себе, и это уже напоминает какую-то закрытую секту, которая живет по каким-то своим законам и не может оттуда вылезти категорически. И я так думаю, что вот эти люди-игноранты войны, и адепты прекрасной России будущего, вот, которые никогда не будет, вот они тебя очень сильно ненавидят, я думаю, за то, что ты говоришь и делаешь. Возможно. Я просто хочу еще ответить на вот эти пару вопросов, которые ты задал по поводу сборов средств. Значит, да, я собрал вместе с аудиторией, тут я не могу сказать, что это я сделал, вместе с ребятами, которые в Литве тут помогали, получается почти 250 тысяч евро. С чего началось? Просто в начале января этого года я захотел помочь своему другу, который воюет с такими же прекрасными ребятами в грузинском легионе. Просто я его давно знаю. Я говорю, давай, с чем помочь? Он говорит, вот это нужно. И я думаю, объявлю на канале сбор. Думаю, 1000, может, соберем какую-то там, в течение месяца. И тут я с удивлением узнал, что люди хотят переводить действительно серьезные средства. Недооценил готовность людей помогать. И я был невероятно удивлен. Вместе с ребятами, которые здесь в Литве начали помогать мне организовывать весь процесс. То есть я собираю, передаю фонду Швейцарской Реи, «Воин света» в Литве, они официально называются Peace for Ukraine, эти средства. Мы вместе, либо они самостоятельно закупают это оборудование необходимое, которое заказали те или иные украинские бойцы. То есть сначала это были ребята грузинского региона, потом об этом узнали и другие, и тоже начали обращаться к нам. И потом ребята из этого фонда просто берут, везут из Литвы в Украину это оборудование. Все очень просто. Я думаю, что это не столько как-то моя заслуга, я, наоборот, всегда подчеркиваю, нет, это
показывает, сколько людей на самом деле хотят помогать украинской армии, сколько людей на самом деле сопереживают украинской армии. Переводят, конечно, из разных стран мира, да, от Австралии до Соединенных Штатов. И не только мне. Вот те фонды, которые показали, что они, им можно доверять, да, они и собирают, и будут собирать, и это очень важно, потому что через такие точечные сборы можно покрыть очень важные потребности, к сожалению, да, не все армии, ну вот, по крайней мере, каких-то конкретных подразделений. Это тем более важно в условиях, когда выясняется, что, допустим, государственная помощь со стороны западных стран может, ну, как минимум, встать на паузу. Да, это не обеспечит масштабной поддержки украинской армии. Ну, то есть понятно, что ни 250 тысяч, ни миллион, да, не заменят те миллиарды, которые Запад нужен. Но, по крайней мере, это спасет каких-то конкретных людей. Это обеспечит им более-менее нормальное пребывание на фронте, там, на передовой в том числе. Люди живут в адских условиях, там, некоторые по 1,5 года без ротации. Это кошмар просто, да? То есть у людей там просто психически уже начинаются отклонения. То есть нужно это все учитывать. Вот. А почему не помогают вот те люди, которых ты относишь вот к русским либералам? Значит, почему они не помогают? Да потому что если они сейчас начнут помогать украинской армии, то выяснится, опять же, что они перешли черту, из-за которой пути обратно нету. То есть нету пути в сторону прекрасной России будущего, если ты помогаешь украинской армии уничтожать эту прекрасную Россию будущего. Вот и все. Все очень просто. И да, получается, что они в этом смысле играют, ну, на одном поле фактически, по крайней мере, на ментальном поле с Путиным, хотя, да, многие из них это, конечно, будут начисто отрицать, они будут говорить, что нет, мы, конечно, против войны, вот против как таковой войны, ну, вообще мы за мир, да, вот это вот пацифистское. Это бред, это показывает, что они вообще не понимают сути. И очень часто можно услышать от представителей вот этого крыла, вы знаете, это все, конечно, кучка бандитов во главе с Путиным. Русский народ, конечно, не хочет войны. Да нет, русский народ хочет войны. Русский народ реально искренне считает Украину, Грузию, Казахстан своими территориями. Они вообще не понимают, что между Россией и этими государствами есть границы какие-то. Они до сих пор воспринимают эти страны как часть Советского Союза. Я же помню по своему опыту, как я летал, вот мне еще 4-3 года было, я летаю с мамой, значит, к бабушке, дедушке в Тбилиси из Хабаровска. И, ну, мне, ребенку маленькому, никто ж не объясняет, что это там, условно говоря, все-таки разные государства, тем более, когда они в составе одного были, Советского Союза. Я воспринимал это так, как будто, ну, наверное, это одна территория. И потом, вдруг, да, выясняется, это же разные государства. Я помню вот это ощущение своего ребенка, ну, мое ощущение базировалось просто на том, что я абсолютно ничего не понимал и не знал, вот, что это как бы одна территория, типа, это одна страна. Я искренне этого не понимал. Потом я это понял. Тем более, когда Союз развалился в 91 год, все, да, уже разные государства. Но многие не вышли из этого детского состояния. Многие до сих пор реально не понимают, что Грузия — другое государство, что Украина — другое государство. Ну как другое? То есть, подождите, ну вот мы же летали тут, вот ездили на поездах вообще без виз. Тут, да какой-то одна территория. Просто Украина — это маленькая Россия, вот и все, что-то такое. Вот они, поэтому они сейчас реально поддерживают вот это вот смертоубийство. Но фишка в том, Айдар, что меня вот всегда удивляло, вот это какая-то живодерская сущность России. То есть они реально радуются, когда убивают простых украинцев. Потому что большинство шахет-атак, большинство ракетных атак России — это по мирным городам, по мирному населению. И в России радуются этому. Да? Вот казалось бы, ну какое тебе дело, что... ладно, ты можешь не выражать сочувствие, если ты настолько тупой и черствый. Ну что ты радуешься-то, что убит украинский ребенок? Вот, смотри, Саш, понимаешь? Александр, мы тут подходим к главному, главной их мотивации. Не материальная, потому что материально они становятся жить хуже. Я про это тебя расспрошу, ты занимаешься темой России больше, чем я, да? Это моральное, маниакальное наслаждение. Маньяк получает наслаждение не от наличия денег в кармане жертвы, да, и не от сережек в ее ушах, там, да, а от каких-то других вещей. И я вспомнил, как у меня есть, родственники, они разошлись. И вот отец остался в Крыму, он украинец, а мать уехала в Россию с ребенком. И вот ребеночек там рос. И на протяжении детства, вот там сколько, 5 лет было, приезжает дочка, она его отпускала, я отпускала, там, привозила к отцу, да.
Приезжает девочка, и еще тогда даже намека не было ни на оккупацию Крыма, ни на что. Даже риторики такой не было, но в основном, да. И девочка говорит папе, любимому, которого она любит: а мы вам опять газ перекроем навсегда теперь, и вы все замерзнете. А чем это отличается от того, что мы вам разобьем инфраструктуру, у вас не будет света, не будет воды, не будет ничего, и вы замерзнете и умрете. Просто сейчас это еще более откровенно. Сейчас они радуются уже просто детским телам, которые, значит, лежат убитые, да. Они радуются, вывезли детей и перевоспитывают их, отучают говорить по-украински. То есть издеваются, как в концлагерях. На самом деле это концлагерная история, это абсолютно нацистская история, но еще менее просто эстетически, еще более дебильным выглядит, потому что это действительно быдло. Это не какие-то там сошедшие с ума аристократы. Это быдло, у которого никогда и не было ума, и совести, и там сострадания, и всего такого прочего. Но это как такие все разговоры, в общем, в потолок, да, все понятно, нам с тобой, по крайней мере, нашим зрителям. Я хочу, чтобы ты, как человек, который ежедневно занимается там аналитикой по России, интересуется, и что там внутри происходит, ты сказал фразу, которую я пометил себе, что ресурсы все-таки у России истощаются, вопреки этой риторике бравурной и так далее, да? Вот в каком смысле ты считаешь, что ресурсы истощаются и в военном, в человеческом? У них пропадает как бы ощущение безнаказанных убийств, или им там становится яиц уже не стало хватать. Вот я хочу, чтобы последние 8 минут эфира посвятили вот твоей аналитике, что там происходит и что может произойти. Ну, я вот у себя часто на канале говорю, что, ребят, конечно, украинская армия сейчас испытывает большие трудности. Да и вообще всегда испытывала на самом деле. Да? В той или иной степени, вот в начале вторжения это вообще была экзистенциальная катастрофа. О многом не говорят, но в частном порядке люди рассказывают, что тогда было страшнее, чем сейчас. Представляешь, страшнее, чем сейчас, а сейчас, между прочим, да, ситуация тяжелая. Но при всем при этом, на протяжении всей этой войны у Украины постоянно было намного меньше ресурсов, чем у России. В начале этой войны, по разным подсчетам, отставание было от 10 до 20 раз. По некоторым параметрам в 100 раз, там, в 1000. Начиная от снарядов и заканчивая, допустим, авиацией. Вот реально боеспособной авиацией с реально боеспособным оружием. А позже начало выравниваться. Но опять же, выравниваться каким образом? Да? Стали поступать орудия, которые меньшими ресурсами уничтожали большие ресурсы. Но в конечном итоге, может быть, разница сократилась там в 5 раз, например. Вот сейчас у Украины в среднем в 5, в 2, в 3 по разным там категориям меньше ресурсов военных именно, да, чем у России. У Украины нету ни ракет, никаких по большому счету, ни даже оперативно-тактических, я не говорю уже про стратегические. У Украины нет возможности обстреливать российскую территорию, ни глубокую, ни даже вот соседние регионы. По крайней мере, у них нет своих ракет, у них есть западные. Но, кстати, обратите внимание, как западные достаточно быстро закончились. То есть Storm Shadow больше не летают, не знаю почему. Может, конечно, есть другие причины, мне кажется, просто количество было вот такое поставлено, оно закончилось. И так далее, и так далее, и так далее. И вот прошло почти 2 года войны, и Украина, начав с таких минусов, и до сих пор, оказываясь в минусе, да, в условиях, когда в Конгрессе, как написал один журналист в CNN, что там политический цирк устроен, помощь задержана, непонятно, что с Европой будет, учитывая, что к власти в некоторых европейских странах приходят популисты и будут приходить, конечно. Вот в этих условиях линия фронта держится. Россия по-прежнему, согласно именно фото и видео подтверждениям в интернете, теряет стабильно, с самого начала войны и по сей день в 3, в 4, в 5 раз больше военной техники в среднем, чем Украина. Возникает вопрос. Да, Россия работает на полные обороты в течение всех этих месяцев, особенно сейчас. Вот сейчас у нее прям вот реально полные обороты военного комплекса. Она сейчас продает свою нефть, кому только можно еще продать, только еще готов ее купить. Но почему-то линия фронта не двигается фактически, будем честно говорить, с конца прошлого года. Бахмут, понимаешь, это вот 100 тысяч условных зэков потратить, да, и руинизировать, и то, кстати, не до конца, они не до конца в Бахмута дошли. Это я не считаю продвижением. Авдеевку они берут уже сколько месяцев? 3.
Да, 3 месяца они берут, потратили там какую-то огромную тучу человек, просто там больше 10 тысяч, по-моему, уже, или 20, я даже не знаю точно, да. Соотношение потерь между Украиной и Россией в Авдеевке в 15 раз, это по фото и видео. То есть Украина потеряла в среднем 30 единиц военной техники, а Россия потеряла почти 400. Там, представь, сколько человек потеряла тогда. Россия во сколько раз больше, чем Украина. Я это все к чему говорю? У России есть самолеты, у России есть и бомбардировщики, и тактические, и стратегические, и все это стреляет. Но Россия лишилась Черноморского флота фактически сейчас. Ну, просто вынуждена была бежать с Черного моря. А Россия практически уже поставила крест на том, чтобы пробить воздушные куполы над некоторыми украинскими городами. Сейчас мы видим, что российской авиации подрезают руки. И линия фронта, как я уже сказал, стоит. И вот при всей своей вот этой вот мощи Россия ничего не может сделать. Да? Она теряет людей. Это математически просто известно. Она теряет технику. В плане экономики, да, хотелось бы, чтобы российская экономика быстрее падала. Но вот данные самих россиян, что у них общий экспорт упал на 30%. Вот сейчас он там за неполный год, по-моему, 300 миллиардов долларов в среднем. Да? 30% это серьезно довольно-таки. Россия реально стала меньше получать денег за продажу нефти, а тем более газа, потому что газа Россия намного меньше начала продавать. И вот если бы Запад умел играть стратегически, я в этом, честно говоря, немножко сомневаюсь иногда, глядя на них, но если бы он умел играть стратегически, то, в принципе, в течение 10 лет можно было бы положить Россию на лопатки. Но это нужно именно иметь стратегическую волю, стратегическое видение. Это нужно, чтобы каждое следующее избранное правительство в той или иной стране европейской, да, или в США, чтобы оно придерживалось прежнего курса, чтобы Запад был един. Расчет Путина на то, что Запад не будет единым, что он будет легко отвлекаться, что достаточно через какого-нибудь Орбана или Фицу, допустим, да, внести раскол, и, собственно, все, и нет помощи. Вот на это расчет. То есть Россия в 20 раз слабее коллективного Запада экономически. И мощь России снижается, ее ВВП уменьшается, ее человеческий потенциал снижается. В российских предприятиях чудовищный кадровый голод везде. Особенно не хватает квалифицированных специалистов. Почему? По одной простой причине. Потому что квалифицированные специалисты либо бежали, либо померли на фронтах. Вот. И ты понимаешь, и вот тут возникает вопрос. Математически, да, математически Россия теряет. Вопрос в том, сумеет ли Запад осознать, что на самом деле происходит. Да? Сумеет ли западный потребитель проснуться? Сумеет ли западный потребитель стать западным гражданином? Вот у меня ощущение, что пока что западный потребитель не ощущает себя именно гражданином. Он не понимает, за что ему сражаться, за что. Но у него же есть свой холодильник, у него есть свой дом. Все отлично. Александр, зачем помогать Украине? Олександр, очень на дуже на крутій думці ти закінчив насправді наш етер, бо час сплив так швидко. Дуже цікаво було. Я бажаю тобі успіхів у твоїй і журналістській, і волонтерській діяльності. Завжди на зв'язку. Якщо щось потрібне, теж звертайся. Я дуже радий, що познайомив тебе з українцями, з кримцями. Таких людей, як ти, треба знати. І не так багато російськомовних медіа, які подають картину світу чесно, без тих припущень про прекрасну Росію будущого, які насправді є абсолютно марною ідеєю і шкідливою так само. Дякую, друже, дякую, Олександре, дякую нашим глядачам за те, що дивилися і продовжуєте дивитися АТР. На все добре, до нових зустрічей.